Шокинг культура. Добрый день. Мы снова здесь. Движемся сквозь сумерки, жжем себя как спички, швыряемся пустыми зажигалками и знаем, что свет внутри. Просто потому, что его больше негде взять. Сегодняшняя тема «Мама тьма». Я Максим Жбанков, и это «Шокинг культ». Лет 100 назад дедушка Ленин пафосно ляпнул: коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны. Не знаю, что там случилось с коммунизмом, а вот пробки в моем шестидесятническом детстве вылетали постоянно. Сидишь тихонько, дребеденью какой-то занят, и вдруг бац! Все погасло. И нет тебе ни уроков, ни телевизора. Мироздание вырубилось на неясный срок. Время пить чай при свечах. Свет возвращался вдруг и неизменно опаздывал. Он был нечаянным счастьем, а тьма всегда была рядом. Вырубить ее не получалось, потому что дело было совсем не в электропроводке. Идешь домой, а там на перекрестке тетка рыдает на взрыв: легковуха соседа сбила. На асфальте кровавый след. Ну и что с того, что он был алкоголик? А еще пионерская дрессировка. Школьная шпана с блатными замашками. Пропагандистский шлак утреннего радио. Однокурсник вдруг умер в автобусе. И мама выходит на завтрак озадаченная. Мне атомный взрыв приснился. Свет приходил по вызову, а тьма была своей. Эй! Внезапно раздался стук, будто черный ворон стучал, постукивал. Цветом тьмы был, конечно же, черный, и в этом был особый кайф. Черные носили гвардейцы кардинала из мушкетерского кино и зеленомордый злодей Фантомас. Черный пиратский флаг из книжки «Остров сокровищ» манил сбежать из дома и уйти в разбойный набег. Черные носили юные Битлз, заполнившие потом свой белый альбом чернушными припевками. Черным красили мир уркаганы из «Роллинг Стоунс». Черным отжигали французский попстер Сальваторе Адамо и старый хрен Джонни Кэш. Черт, даже Штирлиц носил черное. Белые джинсы были ошибкой природы и культурной аномалией, а вот в черных можно было спокойно сесть на асфальт и оставаться крутым. А потому, когда рок-хулиганы из AC/DC, похоронив вокалиста и найдя замену, назвали очередной альбом «Back in Black», никто особо не удивился. Код был двойным. Мы в трауре, и мы в угаре. Отжигаем, как прежде, грязно, жестко и драйвово. Пристегнитесь, будет громко. Тьма не имеет прописки. Она приходит, откуда захочет. Из скверно пахнущей подворотни или из военных парадов. Из речей улыбчивых политиков или с залитых солнцем безлюдных площадей, где и минуты не простоять с протестным плакатом. Из безмятежно прозрачного взгляда серийного убийцы. Или с обложки рок-н-ролльной пластинки. Так было со мной. Дурацкая группа, никакая музыка, но шикарная картинка. И вроде никакой тьмы. Просто разбитое стекло. В пробоине чувак со скаленным в крике ртом то ли сам витрину прошиб, то ли кто помог. Голова плотно забинтована. Глаза то ли зашиты, то ли прихвачены стальными зажимами. И осколки вокруг в разлет. И крик, который никто не слышит. Альбом звался «Blackout». Можно без перевода, и так понятно. Чистый, blackout. То есть все в разнос. Или, как сказал бы нафталиновый клоун Валерий Леонтьев, затмение сердца. Чувство в клочья, разум в коме. Короче, горы гаром такое кахание. Про что музон? Про приступы ярости. Про приливы тьмы. Но будь все так просто, вряд ли бы стоило об этом трещать. Мало ли бреда понабросано на поп-роковых винилах. Только сейчас
Мир всерьез сломался. Тьма близка как никогда. И блэкаут вполне потянет на главное слово года, поскольку в него, как в бумажник, ложатся несколько важных смыслов сломанного времени. 4 грани. И все про наши шибанутые дни. Начнем с любимых. Был у меня в жизни звездный час. Варшавский концерт Боба Дилана. Электрический поэт отработал как примерный нобелист. С публикой не братался, вместо гитарки выбрал органчик, пел куда-то в левый верхний угол сцены, светил харизмой, вышел на бис. А между песнями на сцене и в зале гасили свет. Ну, совсем весь. Тьма, тьма. Первый раз я, конечно, решил авария. А потом понял, что все как надо. Сложным чувакам нужны паузы. Густому вербальному гону помогает тьма. В дилановском шоу она была как отбивка, как рекламный джингл нового поворота темы. Да я же сам слушал в школке Pink Floyd в полной темноте. Гитара Дэвида Гилмора ни до, ни после не была такой яркой. Мама тьма настраивала нас как инструмент. Чтобы осечь лишнее, тоже нужен блэкаут, поскольку вокруг изрядно белого шума. Ловить свое, зачищая шумы – славная тактика. Но совсем другое, когда тебе приносят тьму, которую ты не просил. Простой пример. Вести с войны. Русские удары по сетям Украины. Вырубить электричество и оставить без света – сволочная многоходовочка. Капкан для слабых. Серьезный блэкаут – всегда ресурс эмоциональных сбоев и панических атак. Даже если это просто авария без прямого злого умысла. Пожалуй, самый нашумевший аварийный блэкаут прошлого века, Нью-Йорк 1977, стал не просто вычитанием света. Резко подскочил процент самоубийц, скорая и ментовка не справлялись. За сутки аварии ночной народ разнес 1500 магазинов с потерями на $1 миллиард. У вас праздничное настроение? Нет. Откуда ему взяться? Экономика никуда не годится. Бензин уже $3 за литр. Пятиклассники стреляют друг в друга. Какой тут праздник? Почему так вышло? Город был серьезно болен. Люди жили все хуже. Нужен был лишь толчок, чтобы все загорелось. Авария стала триггером. А дальше все покатилось само. Чем ответила на атаку тьмы Украины? Прямо противоположным. Люди начали делать свет и делить его на всех, кто рядом. Тьма способна собрать ущербных и раскачать стабильность. Но такое возможно лишь при особом раскладе. В разобщенной стране с активной нацией, обиженной на власть. Чтобы что-то похожее случилось в Украине, России нужна другая Украина. Хух, нарешті. Нарешті. Здохла. Но блэкаут не только про войну нервов и настройку кайфа. Третье воплощение мамы тьмы – форма аварийного самосознания. Помните нервного чувака с обложки пластинки? Часто кажется, что это про нас. Белорусский мигрантский блэкаут. Ежедневный экстрим, который так или иначе достигает каждого, вне зависимости от зоны присутствия и свободы передвижения. Вроде все ничего. Чаю зашел попить. А все равно стрёмно и странно. Как бы норм, но до очередного приступа тьмы.
Что озадачивает и беспокоит? Размытое ощущение, что фильм идет куда-то не туда. Чувство, что тебя выбросило в стратосферу, а парашют один на всех и явно не в твоем рюкзаке. Живешь прыжками эмоций, и разум не успевает. Такая тьма. Чистая школьная доска, которой не дали мела. Все одинаково вышиблены историческим моментом. Все слабо понимают, что делать с собой и кому отдать страну, чтобы потом не больно было забирать. Каждое утро. Странно, что ты живой и еще что-то умеешь. Встаешь, варишь кофе, а после тебе звонят такие же странные, тоже упавшие с луны. Выездной блэкаут – монгольский балет на льду, спорт летучих рыб и фарфоровых самураев. Это про хореографию случайного. Периодические сбои программы и душевные срывы. Пространный союз перемещенных лиц, в котором поцелуи легко переходят в укусы и наоборот. Про отчаянный дележ условного веса и символического присутствия. И про хаос усилий, из которых необъяснимым образом складывается что-то стоящее. Но как с теми, кто остался? Мне, если честно, сказать просто нечего. Потому что все, что есть оттуда – короткие сигналы и длинные паузы. Потому что такой блэкаут самый глухой, самый темный и самый трушный. А потому тут я просто сниму шляпу и возьму паузу. Мы встретились в странный период моей жизни. Блэкаут в своем 4-м качестве. Движ наугад и 0 планировки. Короткое дыхание текущих вопросов. Тут, как в темной комнате, главное не налететь на стул и не разбить лоб о дверной косяк. Все остальное придет потом, если будет к кому приходить. Мама тьма учит дружить с хаосом и не искать логики там, где она не живет. Блэкаут становится нормой не тогда, когда окончательно сносит с катушек. К нему привыкаешь, как к жизни на краю обрыва. «Привет, бездна. Ты на месте?» «Окей, я тоже. Дружим дальше». И вот тогда приходит особое ощущение остроты момента. Понимание того, что быть сигаретой, сгоревшей почти до фильтра – особое счастье и шизовый кайф. Приливы тьмы. Горькое лекарство от ежиков в тумане и котиков с флажками. Наш общий блэкаут, как сказки братьев Гримм после Маши и медведей. Сумрачно, готично, тревожно и глаз не отвести. Все как в жизни. Естественная, знаете ли, среда обитания. И в этом своя наждачная правда. Мама тьма рано или поздно обнимет нас всех, но пока еще мы потрепыхаемся и по фестивалям. Потому что на каждый ОМОН найдутся свои Men in Black, а на каждую чистую страницу свой черный маркер. Это был Максим Жбанков и Шокинг Культ. Тьма – это не когда сел фонарик, а когда тебе пофигу фонарики. Бай. Шокинг Культ.